Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. Сегодня у микрофона Сергей Бриштель и Олег Крупко. Тема нашей беседы называется «Сила слов о кресте». Присоединяйтесь. Христианская вера имеет под собой доброе основание. Это не какие-то человеческие фантазии или философия, но откровение Бога с неба Его творению человеку. Это откровение отвечает абсолютно всем нуждам человечества и полностью сосредоточено на славе Бога через Иисуса Христа. Каждый возрожденный христианин обязан дать отчет о своем уповании на это основание и защитить его. Верующие люди должны всегда быть готовы обосновать свое христианство. Первое послание Петра, 3 глава. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Возможно, каждому из нас приходилось не раз защищать свою веру, то есть давать ответы на обидные или насмешливые вопросы со стороны враждебно настроенных людей. Всегда ли это удавалось? Я помню, как в юности, учась в железнодорожном техникуме, я дважды получил неудовлетворительную оценку по предмету «Основы научного атеизма», так как не раскрыл преподавателю так называемой враждебно-реакционной сущности баптизма. Несмотря на то, что я еще не был членом церкви, но воспитывался в семье верующих родителей, меня вызвали на педсовет и задавали различные вопросы о моей вере, иногда даже провокационные. И я на себе испытал действие слов Христа, когда Он говорил: «Поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Действительно, так и произошло. Несмотря на молодость, я ответил на вопросы, меня не отчислили из учебного заведения. Я был удивлен, что, рассказывая об этом событии родителям, я уже не смог так тщательно изложить суть беседы, как перед учителями. Многие христиане считают, что для того, чтобы благовествовать, свидетельствовать о Христе, нужен особый дар. А вот они его не имеют, и этим порой оправдывают свое бездействие. Когда исцеленный бесноватый человек в земле Гадаринской хотел идти за Иисусом, в Евангелии от Марка в 5 главе написано: «Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь, и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Оказывается, так просто можно стать проповедником. Просто рассказать, что Иисус делает в нашей жизни. А как давно вы говорили об этом другим людям? На практике это оказывается очень даже непросто. Почему? Я недавно лежал в больнице. Времени много, спокойная обстановка. Беседуем с соседями по палате на разные темы. О болезнях, о способах лечения, о новостях. Но как только разговор переходит на духовную тему, тут же одному нужно выйти покурить, другому нужно идти на процедуры, третий обращается к телефону или к планшету.
Наверное, каждому из нас приходилось сталкиваться с подобной проблемой. Люди просто не хотят слушать. Даже наши близкие, с которыми мы много общаемся. Нам так хотелось бы, чтобы они покаялись, примирились с Господом и решали свои проблемы, руководствуясь библейскими принципами. Что делать, чтобы они услышали? Как достучаться? Давайте посмотрим на примере великого благовестника, апостола Павла, как он поступал в подобной ситуации. Он был подобен не только светильнику, освещающему одно какое-нибудь место. Он был подобен яркому светилу, шествующему по кругу и освещающему многие места. Он начинал свое путешествие с Филипп, так как это был первый македонский город, в который прибыл апостол. Павел обычно обращал свою проповедь вначале к евреям, чтобы они первыми услышали благую весть. И только потом уже, после того, как евреи отвергали благовествование, он шел к язычникам. Где-то люди были более благомысленны и принимали его свидетельство, а где-то не принимали. Где-то ему приходилось переносить гонения и побои. И вот он приходит в Афины. Любой сведущий человек, знающий античную философию, был бы, вероятно, очень доволен, оказавшись в этом городе. Это место было средоточием различных философских школ и течений. Однако Павел, получивший лучшее по тем временам образование, человек деятельный и активный, он думал не об античной философии. Его целью было обратить этих мудрых людей к почитанию Бога, живого и истинного. Услышав его свидетельство, афиняне пожелали поближе познакомиться с этим новым учением, но только лишь потому, что оно для них было совершенно новым и необычным. Они пригласили его в Ареопаг. Я предполагаю, что это помещение типа большого конференц-зала. И вот Павел там говорит свою проповедь. Она была произнесена им перед требовательной аудиторией афинских мудрецов и была так восхитительно приспособлена к особенностям данной аудитории. Она, казалось бы, полностью отвечает цели, поставленной перед собой апостолом. Но этот замечательный образец проповеди и в целом благовестие Павла в Афинах имело небольшой успех, чем в других местах. Почему? Гордыня здешних философов, подобно гордыне иерусалимских фарисеев, настроила их против Евангелия Христова. Одни афиняне стали насмехаться над Павлом и над его проповедью. Другие решили поразмыслить над тем, что они услышали, но немножко позже. Они сказали: «Об этом послушаем тебя в другое время». Но для них время так и не настало. Почему так произошло? В книге «Притч», да и во всей Библии, мы часто находим напоминание о ценности мудрости, о том, как важно человеку приобретать мудрость, достигать мудрость, хранить мудрость. Но, как видим, именно любовь к красноречию, дословно филология, или любовь к мирской мудрости, дословно философия, стали непреодолимой преградой для жителей Афин и принятия ими благой вести. Они гораздо охотнее занимались бы ораторским искусством или философией, чем слушать Слово Божие. После этого Павел с сожалением оставил афинян и вышел из среды их, не видя никакой возможности для благовестия. И вот он приходит в Коринф, главный город области Ахаии на юге Греции. Он был населен во времена апостола Павла многочисленными колонистами со всей Римской империи. Много было греков, много было евреев. Всего там проживало около 700 тысяч жителей, около 200 тысяч свободных граждан и около 500 тысяч рабов. Даже по современным меркам он был довольно большим городом. Как обычно, апостол Павел начал в Коринфе проповедовать Евангелие коринфским иудеям. В синагоге иудейской, он знал это, должны были оказаться и прозелиты из разных классов коринфского общества, которые могли стать его слушателями. Обычно проповедь Павла в синагоге служила своеобразным мостом для перехода проповеднику Евангелия в языческое общество. Это было довольно сложно, поскольку его слушали и иудеи, и язычники, и знатные, и простые, и свободные, и рабы, и он сам свидетельствует о себе. Первое послание Коринфянам, 2 глава. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости,
ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Когда мы читаем эти слова, кажется, что это не апостол Павел. Ведь он был таким смелым, бесстрашным перед знатными и сильными. Его заключали в темницу, а он поет. Его побивают камнями, а он снова проповедует. И всех убеждает не бояться никакого страха. И вдруг тот же Павел, написано, в немощи, страхе и великом трепете. Чего же он так боялся? Апостол Павел осознавал всю трудность благовестия перед столь требовательными слушателями, какие были в то время коринфяне. Поэтому он и трепетал не за себя, не за свое благополучие, а за успех своего дела, особенно ввиду того разочарования, которое он только что испытал в Афинах. Если такие мудрые и образованные афиняне отвергали благую весть, то как ее примут в развратном и распутном Коринфе? Павел был настолько смущен своей немощью, что читаем в Деяниях апостолов в 18 главе. «Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там 1 год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию. Как видим, апостол Павел решил сменить тактику своего благовествования с превосходства слова или мудрости на явление духа и силы. И это действие принесло свой плод. Церковь в Коринфе появилась и стала быстро расти. Несмотря на молодость, ведь практически все они были новообращенными, она была богата духовными дарами. Но не прошло и 3 лет, как сразу же после приезда апостола Павла из Коринфа в Ефес, в Коринфской церкви появились разделения. Когда в Коринф прибыл Александрийский учитель Аполлос, то его проповедь повела за собой образование особой партии среди коринфских христиан – партии Аполлоса. Она состояла главным образом из иудеев, которых Аполлос сумел привлечь к церкви своим толкованием Ветхого Завета, в котором он отыскал наиболее поразительное доказательство того, что Иисус был действительно Мессией. К этой партии примкнуло и немало из образованных язычников, для которых проповеди апостола Павла казались слишком уж простыми. Эти люди пытались понять христианство не столько сердцем, сколько своим умом и логикой. Кроме сторонников Аполлоса и Павла, в Коринфе появилась партия Петра, или клан Кифы. И каждая группа христиан твердо стояла за своего учителя. Но были и такие, которые отвергали всякие апостольские авторитеты и держались только Христа. Они как бы не хотели признавать никакого посредника между собой и Христом. Но ведь и Петр, и Павел, и Аполлос между собой находились в единстве. Кроме этого, в жизни коринфских христиан стали обнаруживаться и другие нежелательные явления. Некоторые из них стали довольно легко относиться к строгим требованиям евангельской морали, неправильно понимая учение апостола о свободе христианина во Христе. Как мы видим, общие взаимоотношения отдельных христианских групп в Коринфской церкви были очень даже сложные. Почему же так происходило? Опять проблема оказалась в человеческой мудрости или философии. В первом послании к Коринфской церкви, в 1 главе, мы читаем об этом. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудрости не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих, ибо и иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божью силу и Божью премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков,
и немощное Божие сильнее человеков. В этом тексте апостол Павел показывает неоспоримое преимущество креста Христова и 4 важные истины, основания, на которые мы должны опираться, чтобы противостать искушению разделения или разобщения и устоять в вере. Во-первых, крест важнее священных обрядов. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Крещение – это заповедь Божья. Она является входом в поместную общину верующих и публичное исповедание Христа своим личным спасителем. Видимо, некоторые конфиане придавали ему слишком большое значение, считая его главным делом жизни. Они преуменьшали значимость жертвы Христа, которую олицетворял крест. В те далекие времена некоторые христиане по нескольку раз принимали крещение, полагая, что через повторное крещение восстанавливается нарушенная нечаянным грехом связь с Богом. Конечно же, это была ревность не по рассуждению. Когда мы вступаем в супружеский брак, мы вряд ли понимаем всю его значимость. Но когда случается проблема в браке, мы не прекращаем брак и не проводим снова обряд бракосочетания, а учимся жить в браке. Так что после крещения мы должны продолжать нашу жизнь во Христе с более глубоким пониманием смысла крещения. Как бы ни было драгоценное крещение, понимание креста Христова важнее этого обряда. Крещение по вере совершается раз в жизни, а крест нужен всегда, каждый день. Если бы крещение спасало, Христос послал бы Павла крестить. Однако Павел был послан проповедовать. Крест олицетворяет искупительный подвиг Христа, ради которого верующему дается прощение грехов и вечная жизнь. Будем ценить крещение, но еще больше будем ценить крест. К сожалению, к IV веку нашей эры крещение затмило крест. Ему придали возрождающее воздействие, и потому в повседневную практику вошло крещение младенцев, которые не имеют ни покаяния, ни веры. Стали учить о наделении воды божественной энергией, от которых крещенные младенцы становятся только здоровее. Плоды превозношения крещения над крестом весьма печальны. Если бы люди дорожили искуплением и прославляли Христа на кресте, а не обряды, на земле все было бы совершенно по-другому. Вторая важная истина. Крест важнее красноречивых проповедей. Во времена Павла ораторское искусство в Римской империи достигло пышного расцвета. Ораторы пользовались в Риме такой славой, что когда становилось известно, что будет говорить знатный оратор, сенаторы покидали сенат, граждане покидали свои игры и шли толпами слушать их. Павел не желал, чтобы люди слушали его как завороженные, изумляясь дикции, речевым эффектом, жестикуляцией. Он избегал соблазна сделать христианство привлекательным для мира посредством речи. Есть церкви или деноминации, которые стремятся впечатлить церковным благолепием, древностью истории, подвигами святых. Некоторые привлекают к себе внимание людей проповедью о здоровом питании, о защите окружающей среды, о методах разрешения супружеских конфликтов, об эффективных способах воспитания детей и так далее. Некоторые стараются привлечь людей лжеисцелениями. Однако мир этим невозможно спасти. Мир спасает только проповедь о Христе. Юродство значит безумие. Под безумием Павел говорил о том, как оценивали его проповедь иудеи и елены. По мнению иудеев, Мессия должен принести Израилю процветание, а не умереть на позорном кресте. Для греческой же мудрости боги пребывают в полном безразличии, и страдающий Бог для них это полная бессмыслица. Многие наши современники также воспринимают проповедь о кресте как глупость, потому что крест обличает их порочность и вызывает сознание вины. Они видят себя самодостаточными и прекрасными. Крест не спровергает мнение, что человек заслуживает признательности, здоровья и долгих лет жизни. Он провозглашает, что единственное, чего заслуживают люди, это вечная погибель. К сожалению, мы вынуждены признать, что не всем верующим нравится проповедь о кресте. Есть церкви, в которых не принято обличать, чтобы человек не чувствовал себя виноватым, не думал, что живет в жестоком мире. Церковь, по их мнению, должна успокаивать людей. Люди не желают отказывать себе в удовлетворении самолюбивых желаний, а крест призывает к самоотречению.
И проблема разделения в Коринфской церкви возникли именно потому, что там перестала звучать проповедь о кресте. Им гораздо больше нравилась тема о свободе. Свободе бороться за свои права, свободе вступать в брак с кем угодно, свободе судиться со своими собратьями в мирских судах и свободе в поведении. Третья истина – крест Христа важнее человеческой мудрости. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Слово «совопросник» означает спорщик, исследователь. «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудрости не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». В исторической перспективе в мирской мудрости было дано очень много времени преобразить мир. В Израиле над преображением народного сознания трудились книжники и фарисеи. В результате народ так крепко уснул духовно, что Христу пришлось не раз оплакивать его ужасное состояние. В Греции проживало немало знаменитых мудрецов, имена которых на слуху по сей день: Платон, Сократ, Аристотель, Архимед, Пифагор, Демокрит. Греки гордились своими философами, разработавшими учение о нравственности. Но итогом всех изысканий этих мудрецов стал вывод Сократа: «Я знаю одно, что я ничего не знаю. Это источник моей мудрости». Признание этого мудреца подтверждает верное слово Павла: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Вот почему Бог так решительно расправился с человеческой мудростью. Мирская мудрость не смогла осилить самого важного – постичь Бога в Его премудром творении. Видя прекрасный мир, она поклонилась не Его Создателю, а демонам. Мирская мудрость оказалась бессильной преобразить человека. Она не смогла лжеца сделать правдивым, развратника целомудренным, гневливого спокойным. Нечестивца не смогла сделать праведным. Мирская мудрость оказалась бессильной дать человеку надежду на вечную жизнь. Она сопровождает его до порога смерти и оставляет одного. Только Христос изменяет жизнь грешного человека. У него есть для этого сила, потому что Он – Бог. Те, кто обретают Христа, самые сильные и самые мудрые люди на свете. И последнее – крест важнее высокого социального статуса. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Апостол Павел коснулся проблемы, которая беспокоит многих людей – проблему социального статуса. Ведь обычно в понимании людей социальный статус закреплен за мудрыми, сильными, благородными людьми. Им легко давались науки, они занимали влиятельные позиции в обществе, и они бережно хранят свою родословную. Им завидуют и их обожают. Для верующих в этой статусной категории места практически не было. Так оно остается и по сей день. В мире насчитывается 2700 долларовых миллиардеров. Их социальный статус очень высок. У них роскошные виллы и яхты. Они входят в закрытые клубы и живут не так, как все. Простые же люди принадлежат к категории не мудрых, немощных, незнатных. Многих людей подобное социальное расслоение расстраивает. Они, как олигархи, также хотели бы 2 недели работать и 2 недели отдыхать на лучших курортах мира. Но подавляющее большинство верующих в Иисуса находится именно в этой незавидной категории. Они не имеют достаточно личного пространства, личного дома. Они часто перебиваются от зарплаты до зарплаты. Павел дает ответ на этот вопрос в избрании. Наш невысокий социальный статус – это результат Божьего решения. Под его контролем не только наши души, но и все обстоятельства нашей жизни. Наш доход, состояние здоровья, качество наших взаимоотношений. Возможно, кому-то из нас Бог дал меньше каких-то благ и возможностей, но мы находимся под особым его вниманием.
Подумайте о самом величайшем пророке всемирной истории – Иоанне Крестителе. Он жил в суровой пустыне, не знал домашнего уюта, питался саранчой и диким медом, был одет в колючую одежду из верблюжьей шерсти. Он не имел семьи и детей. Какие блага дал Бог своему любимцу? Да почти никаких. А потом допустил, чтобы этому святому человеку отрубили голову. Поэтому наша задача не жаловаться по поводу нашей непривлекательной внешности, невысокой сообразительности, а найти довольство в том, что я – искупленное крестом Дитя Божие. Я дорог, я близок к Христу. Как много дано нам во Христе. И хотя наш земной статус невелик, мы велики в небесном статусе. Христос – наша премудрость. Он учит нас жить. Он вменил нам свою божественную праведность, и в ней мы предстанем перед Богом. Он освящает нас, отделяя от греха. Мы – Его собственность. Итак, дорогие друзья, нам нужно все полнее и полнее применять крест Христов к нашей личной жизни. Тогда наша вера будет возрастать и утверждаться на силе Божьей, и наше благовестие, наша проповедь о Христе будут плодотворны. Через крест к душе живой льется Божья любовь, мир и покой, драгоценный Дух Святой наполняет сердца водою живой. Только веруй, только веруй. Благодать, бесценный дар, драгоценная милость, небесный нектар, и любовь, ей нет конца. Есть надежное место в сердце Отца для тебя, для меня. Подними свои глаза на Него, вознеси Его имя святое. Пусть хвала течет из сердца моего, чистой рекою, небесной рекою. Дух Святой, наполни меня хвалой, благодарностью Богу живому. Пусть хвала течет. Сила слов о кресте. С человеческой точки зрения наша проповедь о людской слабости, о несостоятельности лидерства, о провале жизни, о разрушенных надеждах последователей. Ведь популярность учителя из Назарета по имени Иисус закончилась на кресте. Да, если только мы слышим эту проповедь разумом, а не сердцем. Страдания Христа – это переодетое благословение. В них наша сила и источник перемен. О них Павел писал так: «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Сергей Бриштель, а также звукооператор и одновременно наш гость Олег Крупко. До следующих встреч и Божьих вам благословений. Подними свои глаза на Него, вознеси Его имя святое. Пусть хвала течет из сердца моего, чистой рекою, небесной рекою. Дух Святой, наполни меня хвалой, благодарностью
течет из сердца моего. Пусть хвала течет из сердца моего, прямо к престолу, к Богу святому. Вы слушаете программу «Тихие воды». Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Здравствуйте, дорогой друг! Нам приятно снова встретиться с вами. Вас приветствуют Павел и Ирина Тупчик. Мы рады всем слушателям, но нам бы хотелось, чтобы эту беседу услышали те, кто еще не решил главный вопрос своей жизни – вопрос своих взаимоотношений с Богом. Мы хотим сегодня сказать вам что-то очень важное. О теме нашей беседы расскажет песня. Я помню, дом твой покидал, а ты мне вслед, сынок, верни. Но я кричал, наследство мне отдай, а ты шептал, возьми и жизнь. Вот годы пронеслись, я раб в стране чужой, взываю к небесам, прошусь домой. Наследство промотал, и нету больше сил. Молю тебя, Отец, прости. Прости, что блудным сыном был, надменным, гордым и глухим. Прости за то, что возлюбил. Я больше света, царства тьмы. Вернусь к тебе, пусть и рабом, и упаду к ногам твоим. Пусти меня, Отец, в свой дом, хоть на порог впусти. И вот разверзлись небеса, на землю проливным дождем. Явил распятие Христа, на небосводе голубом. Бог окровавленный висел, на голове тернул венок, в глазах его прочесть успел, верни, сынок. Миг растворились облака, а с ними крест и лик. Рыдая к дому я бежал, и вырвался из сердца крик. Прости, что блудным сыном был, надменным, гордым и глухим. Прости за то, что возлюбил. Я больше света, царства тьмы. Вернусь к тебе, пусть и рабом,
и за грехи прости. Сегодня мы вспомним одну старую историю. Но в жизни так бывает, что старое повторяется и становится новым. Может быть, кто-то из этой истории возьмет для себя нужные уроки. Эта история находится в Библии в 15 главе Евангелия от Луки. Прочитаем с 11 стиха. Иисус продолжал. «У одного человека было 2 сына. Младший сказал отцу: «Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне». И отец разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын собрал все, что у него было, и отправился в далекую страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь. Когда у него уже ничего не осталось, в той стране начался сильный голод, и он оказался в нужде. Тогда он пошел и нанялся к одному из жителей той страны, а тот послал его на свои поля пасти свиней. Он так голодал, что рад был набить желудок хоть стручками, которыми кормили свиней, но и тех ему не давали. И, опомнившись, он сказал: «Сколько наемников работает в доме отца моего, и у них пища в избытке, а я здесь умираю от голода. Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему: Отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как одним из своих наемников». И он встал и пошел к своему отцу. Когда он был еще далеко, отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал к нему навстречу, обнял его и стал целовать. Сын сказал ему: «Отец, согрешил я против неба и против тебя, я больше не достоин называться твоим сыном». Но отец сказал своим слугам: «Идите быстрее, принесите ему лучшую одежду и оденьте его. Наденьте ему на палец перстень и обуйте в его сандалии. Приведите откормленного теленка и зарежьте его, устроим пир и будем веселиться. Ведь мой сын был мертв, и вот он опять жив. Он был потерян и нашелся». По-разному складываются судьбы людей. Но я хотел бы отметить, что история блудного сына – это наша с вами история. Все мы находимся в ней, только на разных ее этапах. Кто-то только смотрит в сторону мира, кто-то уже оставил родительский дом, а кто-то уже сполна познал прелести жизни у свиного корыта. Давайте попробуем разделить биографию молодого человека на периоды. Итак, первый период – жизнь в доме отца. Безмятежная, обеспеченная, но под отцовским контролем. Второй период – жизнь на чужбине. Многообещающее начало. Совсем по книге Екклезиаста. «Веселись, юноша, в дни юности твоей». Третий период – жизнь на чужбине. Что-то пошло не так. Голод и нужда. Четвертый период – возвращение, осознание, стыд, раскаяние. Пятый период – жизнь в доме отца, потрясающая любовь. Итак, круг замкнулся. Молодой человек снова дома. Вот только вопрос, а нужно ли все это было? Из дома уходил богатый, сильный, уверенный в своих силах молодой человек. Вернулся нищий, голодный, оборванный бродяга. Но есть и другая сторона. Из дома уходил человек, недовольный жизнью в отцовском доме, а вернулся сын, желающий там жить, нуждающийся в любви отца и его прощении. Положительное изменение, но какой ценой? Кратко рассмотрим периоды жизни младшего сына. Итак, жизнь в доме отца. Хотя в рассказе Христа представлено мало деталей, мы можем с уверенностью сказать, что в доме отца был достаток, царила любовь, уважались права и достоинства человека. На чужбине сын вспоминал, что в отцовском доме наемные рабочие имеют пищу в избытке. Отец предстает нам очень мудрым, добрым и справедливым. Даже когда сын жестоко потребовал свою часть наследства при живом отце, он дал ему.
Почему сын решил уйти из дома? Конечно, он думал, что на чужбине лучше. Все рисовалось в радужных красках. Веселье, свобода, и все это за отцовский счет. И вот состоялся этот непростой разговор сына с отцом. Слова сына были циничны и жестоки. Он рвал мосты, освобождался от отцовской зависимости. Давайте попробуем оценить его поступок. Во-первых, блудный сын пренебрег родительским домом. Из контекста этой притчи мы видим, что это был благополучный дом. И он вырос в атмосфере любви, достатка. Но его привлекала другая жизнь. В этом он похож на первых людей, на Адама и Еву, которые пренебрегли преимуществами безгрешной жизни и променяли рай только на то, чтобы ощутить вкус греха на своих губах. Попробовав запретный плод, они убедились, что Бог не зря запретил им есть его. Этот плод выглядел привлекательно, но вкус у него был ужасный. Но это осознание было слишком поздним. С тех пор потомки Адама с упорством повторяют эту трагическую ошибку. Каждый человек в своей сущности является противником Бога. Божьи законы нам кажутся слишком строгими, слишком узкими, ограничивающими нашу свободу. Мы протестуем против них и противимся им. И когда мы оказываемся перед выбором между добром и злом, то чаще всего протягиваем руку к запретному плоду. Во-вторых, младший сын разбил сердце отца. Обратите внимание, что он не просто попросил у отца некоторую сумму денег. Он потребовал наследства. Во все времена существовала и существует практика, что наследство получают только после смерти завещателя. Требуя наследства, младший сын показывал, что отец ему не нужен. По сути, он уже похоронил его. Он полностью разрывал отношения с родным домом. И он по-живому разрывал на части сердце любящего отца. Отцу очень тяжело было пережить все это. Он очень любил своего сына. Конечно, он имел полное право лишить непутевого сына наследства. Но отец не стал делать этого. Он дал сыну то, чего он просил. Потом он с горечью переживал разлуку. А потом долгие годы ждал, не вернется ли его сын. Библия много говорит о чувствах, которые испытывает Бог. Богу также знакома скорбь. И всегда причиной скорби Бога является непослушание людей. Каждый наш грех разбивает сердце любящего Небесного Отца. Он скорбит о нас, как скорбел Иисус об Иерусалиме. О, если бы и ты, хотя в этот день твой узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Бог создал все для нас. Он ежедневно посылает нам потоки своих милостей. Мы пользуемся ими, но вот отвечаем Ему черной неблагодарностью. Можем ли мы рассчитывать на сочувствие, когда результаты нашего непослушания догонят нас? И вот начался в жизни младшего сына новый период на чужбине. Наверное, многие хотели бы оказаться в такой ситуации. Есть деньги, много друзей, никакого контроля и никаких ограничений. Молодой человек стал жить, следуя популярному во все времена правилу: «Бери от жизни все, что можешь». И брал. Но не все, а почему-то только грех. Впрочем, другого в той стране и не было. Я бы еще назвал этот период в его жизни водоворот. Кружась в мирских удовольствиях, он не сразу заметил, что водоворот затягивает его глубже и глубже, высасывая из него все – силы, здоровье, деньги. Блудный сын растратил наследство, которое дал ему отец. Драгоценности, которые с любовью отец собирал для него, были выброшены в грязь. Ими блудный сын оплачивал свои греховные утехи. Он надругался над всем святым, опозорил отца своей безнравственной жизнью.
И если отец получал какие-либо сообщения о своем сыне, это были самые печальные известия. Бог создал человека по своему образу и подобию. Но во что мы этот образ превратили? Люди бездумно тратят время, силы, здоровье, материальные средства на удовлетворение греховных похотей. Самый большой оборот денежных средств осуществляется в сфере торговли оружием, в наркобизнесе. Существенная статья дохода в бюджетах большинства стран – это торговля алкоголем и табаком. Добавьте сюда индустрию развлечений, косметику, ювелирные украшения, и вы получите представление о том, как тратят свое наследство современные блудные сыновья и дочери. Но главная трагедия все же не в том, что люди уничтожают окружающий мир, сжигают невосполнимые ресурсы, губят свое здоровье и свою жизнь. Печальнее всего, что грех лишает людей права на вечное наследство, которое Бог приготовил для них на небе. И это наследство несравнимо ни с чем земным. Апостол Петр называет его нетленным, чистым, неувядаемым. А что люди получают взамен? Взамен этого люди обретают право на вечность в огненном озере, приготовленном для дьявола, его слуг и ангелов. Какой ужасный обмен и какой ужасный обман! Для блудного сына наступило время расплаты. Он стал нуждаться. Деньги кончились, друзья оставили, и в конце концов мы видим его на дне глубокой пропасти. Ниже опускаться уже было некуда. Он находится в обществе свиней, оборванный, грязный, голодный. Как нам его не жалко, но мы вынуждены признать, что это не неудачник, не жертва ошибки. Это грешник, пожинающий плоды своей беззаконной жизни. Должен сказать печальную правду. У многих людей на этом этапе заканчивается жизнь. План дьявола сработал. Украсть, убить и погубить. Но наша история имеет продолжение. В этот критический момент своей жизни блудный сын опомнился. Он посмотрел на себя и на свою жизнь другими глазами. До этого он оценивал свою жизнь с точки зрения «я всегда прав», «неудача – это временное явление», «с каждым так бывает», но, в общем, я правильно построил свою жизнь. Теперь же у свиного корыта блудный сын понял, что вся его жизнь – это сплошная ошибка. Теперь он вспоминает не о быстро закончившихся развлечениях, а о родном доме, об отце. И, опомнившись, он сказал: «Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них пища в избытке, а я здесь умираю от голода. Пойду, вернусь к моему отцу и скажу ему: Отец, согрешил я против неба и против тебя, я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как с одним из твоих наемников». И он встал и пошел к своему отцу. Дорогой слушатель, может быть, история блудного сына – это твоя история? Не так важно, когда и как ты ушел от Бога. У каждого из нас свой путь в далекую страну. Но в любом случае он проходит через грех, который мы полюбили больше, чем Бога. Я не знаю, в каком месте наклонной линии находится сегодня твоя жизнь. Возможно, это еще не самая нижняя точка. Может быть, ты еще не все растратил, еще кружишься в круговороте греховных наслаждений. Но знай, придет время, когда придется сполна заплатить по всем счетам. В книге Экклезиаста написано: «Веселись, юноша, пока ты молодой. Пусть твое сердце радуется в дни юности твоей. Следуй влечению сердца твоего и желанию глаз твоих. Но знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И хорошо, если у тебя тогда еще останутся силы и представится возможность остановиться, задуматься, прийти в себя». Многие люди откладывают время покаяния на последнее мгновение своей жизни. Послушайте,
Нет ничего безрассудней такой мысли. Библия предлагает для покаяния только один день. Сегодня, в 6 главе 2 послания Коринфянам написано: «В благоприятное время я услышал тебя, и в день спасения я помог тебе». Говорю вам, что именно сейчас время благоприятное, и сегодня день спасения. Более того, Бог обозначил время с точностью до минуты, когда человек должен покаяться. В 3 главе послания к евреям написано: «Посему, как говорит Дух Святой, ныне, то есть сейчас, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших». Не так важно, как давно и как далеко ты ушел от Бога, как низко ты опустился. Главное, что Бог не забыл о тебе, не поставил на тебе крест. Он любит тебя и ждет твоего возвращения. Может быть, тебя смущает, что ты слишком большой грешник, слишком много причинил боли Богу и окружающим людям. Тебе бы хотелось сначала все исправить в своей жизни, ну а потом ты гораздо смелее подойдешь к Богу. Если бы блудный сын решил сначала заработать достаточно средств, чтобы покрыть то, что он взял у отца и растратил, он бы погиб бы на чужбине. Наш долг перед Богом настолько огромен, и наша вина настолько велика, что мы никогда не сможем покрыть ее. Самая радостная весть для каждого грешника заключается в том, что наши счета уже оплачены. За наши грехи и преступления заплатил своей кровью Иисус Христос. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Тебе нужно сделать то, что сделал блудный сын. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отец, я согрешил против неба перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Он пошел к отцу таким, как есть, нищим, грязным, оборванным. Встань и ты. Иди к отцу, который давно ждет этого мгновения. Прямо сейчас склони свою голову, а если можешь, и колени перед Богом. Проси прощения за свои грехи, за свое неверие, за свое противление Ему. Исповедай, что принимаешь жертву Иисуса Христа как принесенную в умилостивление за твои грехи. Скажи Небесному Отцу, что отныне ты желаешь жить только с Ним, в Его присутствии. Покайся, и истинная радость наполнит твое сердце. Шел оборванный, грязный бродяга, ночевавший в траве под мостом. Шел домой, и в глазах была влага. Вспоминал он родительский дом. 10 лет, как из старой калитки, чтоб дружкам бросить деньги на стол, обобрав своих близких до нитки, он родителей бросив, ушел. Ну а дальше все в пьяном тумане. Унесла его дней кутерьма, воровство, грабежи и обманы, пьянки, драки, кутеж и тюрьма. Отсидел. Только встретят ли дома? И простят ли ему его грех? Там, где все так до боли знакомо, где когда-то звучал его смех, захотят ли вновь сына увидеть? Смогут ли все обиды простить? Вновь тому, кто их смог так обидеть? Если нет, то зачем заходить? Написал им письмо. «Коль простите, чтобы это увидеть я смог, изнутри на окно поместите в знак прощения белый платок. Если нет, заходить я не буду, сердцу больно, но я заслужил. Значит, нет меня, нет ниоткуда, и считайте, что с вами не жил». Шел он к дому,
и ноги немели. Но увидел в сиянии дня во всех окнах платочки белели, а на крыше была простыня. Так и Бог, если просим прощения и хотим мы исправить себя, все грехи наши, все прегрешения нам прощает, нас вечно любя. Вот и все, вот и все. Пожелтевшая листва кружится, падает. Солнце свет тебя уже не радует. Ты устал, несчастный человек. А ты думал, что не кончится весна. А ты думал, зеленеть тебе всегда. Наслаждался этим миром, упивался грехопиром, все спешил от жизни взять и все успеть. Наслаждался этим миром, упивался грехопиром, все спешил от жизни взять и все успеть. Не успел, постой, друг, и не надо, бездну похоти нельзя грехом залить. Для тебя ведь есть сегодня, знаю, радость, ее сам тебе сейчас Бог говорит. Человек, ко мне вернись, тебя жду уже давно. Ты же птица, и летать тебе дано. Пробудись же, пришло время исцелиться. За твои грехи уплачено давно. Пробудись же, пришло время исцелиться. За твои грехи уплачено давно. Ту цену богатством не измеришь. Есть одно, чем можно оправдать ее. Если веришь, значит жертву ценишь ты его. Пусть желтеет наша ветхая листва, в Иисусе зеленеет, кто отдал ему года. Зеленеет, расцветает, силу жизни набирает, плоды правды принося ему всегда. Зеленеет, расцветает, силу жизни набирает, плоды правды принося ему всегда. Вот и все, вот и все. Наша радиопередача заканчивается. С вами были Павел и Ирина Тупчик. Свои вопросы, отзывы и пожелания направляйте, пожалуйста, по адресу: программа «Тихие воды», почтовый ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест 20, Республика Беларусь. Желаем вам всего доброго. Пусть Господь благословит вас. До встречи у тихих вод Божьего Слова.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня». Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем размышления о Божьем провидении в спасении. Он предусмотрел в своем плане все его пункты. Даже предательство, осуждение и смерть Христа должны были произойти, поскольку Бог от века в своем плане спасения установил, что это будет, и будет именно так. Апостол Петр провозглашает: «Ибо поистине собрались в городе сем на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Деяния апостолов, 4 глава, 27-28 стихи. Хорошо, но если на распятие Христа была воля Божья, виновны ли Ирод, Пилат, воины, Иуда, или Бог использовал их как роботов? Вопрос, думаю, излишний. Ни Иуду, ни Пилата Бог не принуждал к совершению преступлений, повлекших за собой крестную смерть Спасителя. Они сами сделали свой выбор. Здесь мы можем вспомнить и бедного фараона, которого Господь поставил, чтобы показать над ним свою силу и проповедовать имя свое по всей земле. Об этом написано в 9 главе послания к римлянам. Фараон сам выбрал зло, ожесточился. Несколько раз сказано об этом до того, как Господь ожесточил его. Он пришел в состояние сердца, о котором написано в послании к евреям. Так говорит Дух Святой: «Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». А наш Господь богат милостью, даже фараону готов ее проявить. Однако, когда фараон отверг волю Божию и пошел против Бога, Бог прекратил действие своей милости к нему и предоставил его собственному произволу. Он поступил с ним так же, как с язычниками, о которых мы читаем в 1 главе послания к римлянам. Но как они осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, то и предал их Бог нечистоте. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму. Предал означает здесь допустил, дал волю, не препятствовал идти им по влечению своей злой воли, ведущей к гневу Божию, суду и наказанию. Но вернемся к спасению. В прошлый раз мы напоминали о Божьей любви, о том, что Бог приготовил спасение всем людям. Что же дальше? Какова же наша ответственность? Что нам делать? Апостол Павел показывает путь спасения в 6 пунктах. Мы имеем в виду 10 главу послания к римлянам. Читаем 13-15 стихи. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Путь очень простой и понятный. Господь посылает проповедников, проповедники благовествуют, люди слушают, уверовавшие призывают, призывающие спасаются. Бог избирает себе народ, но не обращает нас в христианство насильно. Требуется наш отклик, наша реакция на Евангелие. Это не значит, что мы что-то делаем для нашего спасения. Он сделал все. Мы просто принимаем или не принимаем спасение из Его рук. Верим или не верим. Но лучше верить. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Марка, 16 глава, 16 стих. В Евангелии от Иоанна написано: «Сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». 20 глава, 31 стих. Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих. «Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Опять послание к римлянам, 10 глава, 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься».
Господь спасает уверовавших. Христос сказал: «Вера твоя спасла тебя», женщине, которая исцелилась, прикоснувшись к краю его одежды. Он сказал это слепому человеку близ Иерихона и самарянину, исцеленному от проказы. Христос сказал: «Вера твоя спасла тебя», грешной женщине, омывшей его ноги своими слезами. Поэтому, говоря о безбрании в общем, Писание обращается к народу и к каждому человеку с призывом принять решение и последовать за Господом, избрать ныне, кому служить. Или вот мы слышим такой глобальный призыв: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Деяния апостолов, 17 глава, 30 стих. А как может грешник покаяться? Как может мертвый человек прийти и ответить на призыв? Как блудный сын. Тот осознал свое положение, сделал выбор и поступил соответствующим образом. Хотя блудный сын был мертв и пропадал, это не помешало ему принять решение и вернуться к Отцу. Дух Святой действовал через совесть или другим образом, обличил его во грехе, и тот пошел. Но в заключение я хочу обратить внимание на самое важное в спасении. Это даже не Божий суверенитет, а Божья любовь. Греки говорили о бесстрастности Бога. Страдающий на кресте Бог был для них соблазном, а Иисус рыдает. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. Луки, 19 глава, 41 стих. Если он предопределил их к погибели, зачем о них плакать? Может, он хотел их спасти, но решил не спасать? Иисус возлюбил их. Он хочет, чтобы все спаслись. Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Эта картина снова вызывает в памяти образ любящего отца из 15 главы Евангелия от Луки, который с распростертыми объятиями встречает своего блудного сына, вернувшегося домой. Но какой контраст! Здесь никто не приходит. Другой раз Иисус с горечью восклицает: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». В послании к римлянам апостол иллюстрирует это на примере маслины. Некоторые из ветвей отломились. Они были частью избранного народа. И Господь не обламывал ветки, они сами отломились. Но Господь любит Израиль. Если апостол Павел выражает великую печаль и мучение сердцу, готовность быть отлученным за Христа, за братьев по плоти, то что говорить о Христе? Да Он и придет, чтобы отвратить их нечестие, снять грехи, потому что они возлюбленные Божии ради отцов. Я еще раз хочу подчеркнуть эту мысль. Цель Божия заключается в спасении, а не разрушении. Поэтому на первый план выходит Его любовь, Бог, явленный во Христе. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, размышляет апостол Павел, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Бог являет любовь сосудом милосердия, которые ранее были сосудами гнева. Но и щадит сосуды гнева, готовые к погибели. Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. «Разве я хочу смерти беззаконника, — говорит Господь Бог, — не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Ибо я не хочу смерти умирающего, — говорит Господь Бог, — но обратитесь и живите». Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — призывает Иисус. Размышление о Божьих путях в спасении побуждает к словословию. Хорошее, правильное богословие всегда ведет к поклонению. И апостол Павел таким образом заканчивает 11 главу послания к римлянам. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен? Ибо кто был советником Ему? Ну, конечно же, никто. Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». Но мы не остановимся на этом. Продолжение в 12 главе послания к римлянам дополнит эту мысль наставлением, что такая благодарность требует выражений за пределами богослужения,
в жизни, которая всецело посвящена Богу. И об этом мы поговорим, когда продолжим изучение послания к римлянам. Неужели, мой Бог, я останусь, когда Ты за своими придешь? Неужели же день тот настанет, а меня Ты с собой не возьмешь? Неужели же день тот настанет, а меня Ты с собой не возьмешь? Неужели момент вознесения не поднимешь меня в небеса? Не услышу небесное пение, не увижу Твои чудеса. Не услышу небесное пение, не увижу Твои чудеса. Неужели, мой Бог, я останусь, в Твою славу уже не войду? Когда день тот желанный настанет, неужели подвергнусь суду? Когда день тот желанный настанет, неужели подвергнусь суду? Безутешны не будут страдания, страшной боли застынет душа. И одно лишь стучится сознание: я остался, друзья, навсегда. И одно лишь стучится сознание: я остался, друзья, навсегда. Небеса чудным пением объяты, то ликует невеста Христа. Только поздно тогда будет плакать, поздно будет стучаться тогда. Только поздно тогда будет плакать, поздно будет стучаться тогда. Наша передача подошла к концу. Мы будем рады вашим письмам. Пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224-020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа для женщин «Суламита». Рада приветствовать всех, кто присоединился к нашей программе. С вами по-прежнему ее ведущая Елена Делюк. В прошлый раз мы начали разговор на тему «В долине испытаний». Автор беседы Леонид Бирюк поделился своими соображениями насчет того, как следует христианам относиться к испытаниям. И я предлагаю вам послушать продолжение этой беседы. Когда мне приходилось быть в Китае и в некоторых других странах, где христианство гонимо, я неизменно вспоминал годы гонения церкви в Советском Союзе. Я вспоминал, что тогда мы молились точно так же, как сейчас молятся китайские христиане, а также христиане, переживающие гонения в мусульманских странах. Мы молимся о том, чтобы нам достойно пройти испытания, чтобы Бог дал нам силы. И я, молясь со многими из них, не могу вспомнить, чтобы кто-то из них говорил: «Молитесь, чтобы Бог избавил меня от гонений». Истинное познание Бога приходит тогда, когда мы проходим через трудности. И это выражено в Писании, когда Иов, потеряв все — детей, имущество, скот, говорит: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». 42 глава, 5 стих. Значит ли это, что мы должны жаждать страданий и испытаний? Конечно, нет. Это значит, что Бог может использовать трудности и страдания, чтобы мы больше познали Его. Однако избавление от подобного рода испытаний не должно рассматриваться верующими как достижение некого высшего духовного состояния. Что я имею в виду? Есть люди, которых Бог избавил или пока еще избавляет от болезни, защитил от заражения вирусом. Но эти верующие люди, иногда даже служители, воспринимают это как признак своей особой духовности и как бы возвышаются над другими. Не будем считать, что кто-то более духовен, и именно поэтому испытание обошло его стороной. Бог знает о том, что необходимо человеку и сможет ли он пройти это испытание, поэтому, может, и не допускает его. Прохождение испытания не только выявляет слабые стороны нашего характера, но и помогает откорректировать его. Кто-то сказал: слабость — это прямой путь к силе. Во втором послании к Коринфянам говорится: «Потому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». 2 глава, 10 стих. То есть наше бессилие позволяет проявиться Божьей силе. Об этом же говорит апостол Иаков: «Блаженны вы, когда впадаете в различные искушения», в данном случае в различные испытания. Например, когда мы физически сильны, нам трудно понять немощного человека. «Как ты этого не можешь сделать? Это же так просто!» Но когда сами становимся немощными, и нам сложно подняться с кровати, сделать хоть бы шаг или вообще тяжело голову оторвать от подушки, тогда мы больше осознаем свою зависимость от Бога. Один египетский христианин подвергался сильному гонению.
Когда в мусульманском мире человек обращается ко Христу, против него восстает вся система власти, часто даже близкие и семья. И этот человек сказал так: «В больших страданиях ты открываешь другого Иисуса, не такого, как в обычной жизни. Боль и страдания выводят на поверхность все твои слабые стороны. Когда я был очень слаб, я понял, как сильно Иисус меня любил и тогда». Настоящая сила не приходит благодаря человеческим стараниям. Мы должны уразуметь, находясь в любом состоянии, что настоящая сила приходит от Христа и только от Него. И потому нам нужно стать чрезмерно слабыми, чтобы это понять. Хочу еще раз сказать: получил избавление от болезни, скорби, будь благодарен Богу. Проходишь эти трудности и на каком-то этапе получаешь избавление, будь благодарен Богу за это. Все еще проходишь эти испытания, и, возможно, не видно их окончания, так называемого света в конце тоннеля. Будь благодарен Богу, сила у Него. Я всегда считал, что когда кто-то свидетельствует об исцелении, это воодушевляет других. Но однажды понял, что для некоторых это также разочарование. Вспоминаю, как один из бывших наркоманов получил исцеление от 2 серьезных болезней, которыми болеют многие наркозависимые. Он тогда мне сказал: «Я не могу рассказать об этом всем, не знаю, как это воспримут». Не сразу я понял, что он имел в виду. Но позже, когда он все же рассказал о своем исцелении в церкви, я обнаружил, что некоторые люди огорчились. Один сказал: «А почему я не получил исцеления?» Другой заявил: «А он что, лучше меня? Я знаю, что он не лучше». Кто-то сказал: «А как достичь такой духовной степени, чтобы и мне получить то же самое?» Почему они так реагируют на свидетельство об исцелении? Да потому что в них говорит недостаток понимания Бога. Пусть не станет разочарованием для того, кто проходит сегодня особо сложные испытания, то, что другие избавлены от них. Это не потому, что они лучше. И пусть не будет надменности у тех, кого не коснулось это испытание, или они обошлись малой кровью. Слава Богу, что здоровы вы и здорова ваша семья. Просто будем понимать, что жизнь многограннее, разнообразнее, чем мы можем себе представить. И потому, отвечая на вопрос, избавляет ли Господь от трудностей и испытаний, да, избавляет. Помогает ли Господь проходить нам трудности и испытания? Да, помогает. И там действует Господь. Не будем людьми, которые ограничиваются отдельно взятым случаем и на основании его выстраивают свою теорию, свое понимание жизни и Бога. Бывает ли Господь в бурях? Да. Бывает ли Господь в тихом веянии ветра? Да, это зависит от разных обстоятельств. Для Ильи он не был ни в буре, ни в громе, ни в молнии, ни в ветре. Он был в тихом веянии ветра. А для кого-то Господь и в буре. Именно благодаря ей расступились воды Красного моря. В последнее время разное приходится слышать. Кто-то обижается на Бога, кто-то признавался, что уже просил о смерти, потому что было очень тяжело. Кто-то пришел в полное недоумение. Писание не работает, а ведь я, исходя из написанного там, построил всю свою жизнь. Разная реакция. Не будем осуждать людей. Мы понимаем, что мы все слабы до какой-то степени, но в нашей слабости Бог открывается нам по-новому, и мы можем стать ободрением для других.
кто залечит раны, кто бы в этой жизни нам помог. Почему так много нам на свете дано горести, страданий и тревог? Плачет мой народ, бедный и голодный, ищет правды, счастье, доброту. В грязных деревнях, городах холодных, как слепой, что потерял тропу. Разве нет надежды и свободы? Разве нет чудесного врача? Почему же дочь моего народа со слезами горькими в очах? Разве не простит Господь, как прежде? Или нет спасения у Христа? Где ты потерял веру и надежду? Возвратись к подножию креста. Программа подготовлена по материалам женского христианского журнала «Надежда для тебя». Будем ждать ваши отзывы по следующему адресу. Программа «Суламита», абонентный ящик 45, индекс 224020, город Брест 20, Беларусь. Вы можете слушать нас и в интернете на сайте twr.fm. И на этом я с вами прощаюсь и желаю вам Божьих благословений. Дьявол преуспел, воплощая планы, сея зло и вытоптав любовь. Кто нас исцелит, оврачует раны, кто освободит нас от оков? Разве нет надежды и свободы? Разве нет чудесного врача? Почему же дочь моего народа со слезами горькими в очах? Разве не простит Господь, как прежде? Или не спасение у Христа? Где ты потерял веру и надежду? Возвратись к подножию креста.
Вы слухаете Трансусветное радио. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Літаратурная старонка». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брыштель. Тэма сённяшняй размовы мае назву «Што лепей?». У нашай літаратурнай старонцы прагучыць казка, якая належыць пяру Якуба Коласа, класіка беларускай літаратуры. Пра што яна? Канешне, пра наша з вамі жыццё, у якім сустракаецца ўсё: адзінота, незадаволенасць, зайздрасць, няўпэўненасць, жалоба, крыўда на людзей і лёс. Сярод гэтага шэрага настрою неабходна ўбачыць светлую прыгажосць штодзённасці. Яна ёсць і закранае нас. Што павінна здарыцца, каб мы зразумелі гэта? Магчыма, добрае, магчыма, дрэннае. Адно і другое могуць стаць павучальнымі урокамі. Пра гэта творчая замалёўка аўтара. Усё дзеля таго, каб чытач, ці ў нашым выпадку слухач, паглядзелі ў люстэрка. Няхай нашы асабістыя падсумаванні дня, тыдня, месяца, дзесяцігоддзя, выходных ці пражытага жыцця будуць пачуццямі, думкамі і словамі удзячнасці Богу. А зараз звернемся да вобразнай гісторыі. На зялёным грудку, дзе рос шорсткі сівец, стаяла хвоя. Хіба толькі той не любаваўся ёю, хто пазіраў больш уніз, як угору. Адметнасць яе ад хвояў, што гадаваліся ў лесе, кідалася адразу кожнаму ў вочы. У лесе хвоям трэба было цягнуцца адной перад другою. Там раслі зграбныя дубкі і паважныя грабы. Дык трэба было звяртаць увагу на сваё хараство, на сваю постаць, і прынадзіць да сябе лесавых дзецюкоў, каб павярнуць іх сэрца ў свой бок. А каму прыемна упусціць прыгожага хлопца-малойца. Толькі хвоя не ўганялася за кавалерамі, можа, таму, што іх тут і не было, бо лес стаяў наводшыбе. У яе было сваё жыццё, свой клопат. Толькі ж адзінота налажыла на яе след сумнай задумы, і, стоячы тут, прыгожая хвоя заўсёды сумавала. Аб чым? Трудна сказаць. І толькі зрэдку, бывала, раніцамі, на ўсходзе сонейка, ад яе патыхала ціхай ласкай і радасцю. Тады прасвятляліся яе нізка апушчаныя галіны, якія звычайна надавалі сумны выгляд прыгожай хваіне. Хто ведае, можа, гэты сум, гэтая туга адвечныя спадарожнікі тых, хто многа разважае, хто жыве адзін з сабой, а можа і праўда, такое ўжо жыццё, што не дае здавальнення. Не раз жалілася наша хвоя жаваранку на сваю адзіноту, на сваё непатрэбнае тут жыццё. Ну, каму з яе карысць? Ведаеш, мілы жаваранак, лепш не жыць зусім, чым мець такое жыццё. Жаваранку шкада была хвоі, і ён спяваў ёй такія мілыя песні. Вецер пасмейваўся з гэтай гутаркі і не верыў таму, што казала хвоя. Але з чаго і з каго не кпіць вецер? І верыць яму таксама не варта. Прыляцеў раз каршун і сеў на хвоі. На ёй была такая галіна, як бы з умыслу дзеля гасцей вырасла. «Гм», – сказаў каршун, – «а агонь усё не гасне. Калі пойдзе так далей, дык і лес увесь згарыць». «Пра які агонь кажаш ты, каршун?» – спытала хвоя. «Пра той, што паліць», – адказаў сярдзіта каршун. «А які агонь не паліць? Той, што не пячэ. А хіба ёсць такі агонь?» Каршун не адказаў. Відаць было, што ён растрывожаны і болей гаварыць не мае ахвоты. Можа б яно і лепей было, каб каршун зусім нічога не казаў. Лепей жыць без страху і трывогі, а паміраць усё роўна калі-небудзь ды трэба. Справа была ў тым, што недалёка гарэў торф.
У першую хвіліну хвоя нічога не цяміла, была як бы аглушана гэтай весткаю. Вецер кожную раніцу разносіў ва ўсе бакі горкі дым, што збіраўся за ноч над гарэлым тарфяным балотам. І не раз гэты дым затрымліваўся ў пышнай ігліцы адзінокага дрэва. То той, то другі, кожны дзень так ці іначай казаў пра няшчасце, пра гэты тарфяны пажар. Ясна было нават і пням, што іх усіх тут чакае. Хвойны думкі цяпер кружыліся каля аднаго. І так ёй міла стала жыццё і гэты Божы свет, здавалася, з вачэй яе апала пялёнка, і яна першы раз зірнула навокала. І нейкі жаль агарнуў адзінокую хвою. Ёй шкада стала ўзгоркаў, што беглі ўва ўсе канцы, як прыгожа выглядалі іх зялёныя пакаты. Жоўтыя пясочкі былі такія ласкавыя, такія прыветныя. Эх, колькі хараства навокал! І як гэта не бачыла яна раней усяго гэтага. Даўнейшы яе сум, яе нараканне на сваю долю цяпер у яе ўласных вачах былі такія нязначныя і непраўдзівыя. А агонь усё блізіўся, ніклі астатнія надзеі. Паволі цягнуліся дні трывогі і страху. Сонца высушвала апошнія сокі з зямлі, і вецер разносіў па свеце яе жальбу, лёгкую, сіняватую смугу. Эх, якая сляпая была я, казала хвоя, не ведала цаны жыцця, а пазнала яе тады, калі смерць ужо кінула цень на мае галінкі. А як табе здаецца, хвоя? Спытаў вецер. Што лепей? Пражыць свой век ціха, спакойна, не пазнаўшы, як міла жыццё, ці пазнаць яго хараство і вартасць цаной вялікага няшчасця? Маўчала хвоя. Яшчэ ніжэй павіслі яе пышныя галіны. Мы не выпадкова з'явіліся на гэты свет. У кожнага сваё месца. Хтосьці чалавек публічны, заўсёды наперадзе і сярод людзей. Кагосьці зусім не бачна, і яго сяброўка адзінота. Аднак мы ўсе жывыя людзі, і наша пакліканне шукаць і знаходзіць лепшае усярэдзіне і вакол сябе. Таму давайце прыслухаемся да слоў мудрасці. Кніга Эклесіяста, 9 раздзел, 10 верш. Усё, што можна рабіць рука твая, рабі паводле сілы тваёй. Бо ў адхлані, у якую ты ідзеш, няма ані справаў, ані разумення, ані ведання, ані мудрасці. О счастье, ты ищешь покоя, закрыть хочешь сердце от стонов людских. О, друг, в этой жизни есть счастье иное, великое счастье любить. Рыдает земля, посмотри ты серьезно на этих несчастных, что плачут на ней. Нет чаши такой, чтоб собрать эти слезы скорбящих глубоко очей.
чаши такой, чтоб собрать эти слезы скорбящих глубоко очей. Рыдает земля, посмотри ты серьезно на этих несчастных, что плачут на ней. Нет чаши такой, чтоб собрать эти слезы скорбящих глубоко очей, скорбящих глубоко очей. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.
Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лерееха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к Римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами. Шалом, Михаил. И тебе мира, Дима. Шалом, дорогие радиослушатели. Дима, чем же нас сегодня покормишь? Сегодня мы продолжим говорить о символах пасхального седера. Если ты помнишь, в прошлый раз ты говорил о 4 чашах. А сегодня мы рассмотрим очередной элемент, который является ярким наглядным уроком, указывающим на Мессию Иисуса. А в частности, мы поговорим о маце, о пресном хлебе. Миша, что ты можешь сказать о маце? Когда Всевышний выводил нас из Египта, Он сказал нашему народу есть опресноки, то есть хлеб, приготовленный без дрожжей. А впоследствии, вспоминая эти дни, мы должны были ежегодно воздерживаться от закваски в течение 7 дней, в память о том, как Бог спас нас из рабства. Этот 7-дневный праздник называется праздником опресноков. Спасибо. Сегодня евреи, принимая участие в особой трапезе под названием седер, вы уже неоднократно слышали это слово, во время которого пересказывается история исхода, вкушается символическая еда, которая символизирует определенные аспекты Божьего освобождения. И одним из самых важных предметов пасхального седера, помимо чаши, косточки из роа, о которой мы говорили, является маца или пресный хлеб. Именно пасхальную мацу использовал Иисус как иллюстрацию, чтобы сказать своим ученикам: «И, взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, говоря: сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Итак, рассматривая роль мацы в Песахе и в Писании в целом, мы находим несколько удивительных параллелей между Иисусом и этим особенным хлебом. И вот 5 примеров того, как маца может указывать на Мессию. Пример номер 1. Мессия не имеет греха. И маца – это прекрасный пример. Во-первых, конечно же, это пресный хлеб, который в книге Второзакония назван хлебом бедствия, является центральной частью празднования Песаха. Бог повелел народу Израиля есть только пресный хлеб в течение 7 дней этого праздника. Во всем Писании закваска символизирует грех. Раби Шауль, он же апостол Павел, писал: «Малая закваска распространяется по всему тесту, вздувая его». Грех работает таким же образом, заражает всего человека. Как в маце нет закваски, так и Иисус никогда не грешил. Он жил так, как Бог предназначил жить всем людям, в свободе от лжи, плохих поступков. Мессия – единственный человек, полностью воплотивший в себе любовь, благость, милосердие и веру. Хотя он сталкивался с искушениями, он всегда реагировал на него так, чтобы это прославляло Бога. Иисус вел праведную жизнь для того, чтобы оправдать многих. Маца на пасхальном седере напоминает нам о том, что в Мессии нет греха. Через него мы можем освободиться от греха. И не только, но и от смерти. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Мессия, заклан за нас. Второй символ, который мы можем увидеть через мацу, это символ страданий Мессии. Маца, как я уже говорил, занимающий центральное место в седере, символизирует страдания Мессии. На седере, который Иешуа праздновал со своими учениками, он преломил мацу и сказал: «Это есть тело мое, которое за вас предается».
Это поразительный образ. Тело Иешуа было преломлено, чтобы заплатить цену за наше искупление. Иешуа добровольно претерпел смерть за нас. Он заплатил за наш грех, чтобы мы могли наслаждаться вечной жизнью с Богом. Как писал апостол Павел, Мессия возлюбил нас и предал себя за нас. Хотя мы не знаем наверняка, как выглядел пресный хлеб на тайной вечере, сегодняшний вид мацы напоминает о том, что Иешуа претерпел за нас. Этот хлеб в основном бледный, с полосами коричневого цвета в тех местах, где тесто пропеклось больше. Узор придает маце характерные полосы. Это напоминает нам о том, как Иешуа били, как его избивали. На маце также есть ряд маленьких перфорированных отверстий, иллюстрирующих то, как Иешуа был пронзен гвоздями, чтобы умереть на древе. Действительно, маца поистине удивительный символ жертвы нашего Мессии. И как писал пророк Исаия, «Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Эти образы мы можем и дальше рассматривать, но о них мы поговорим в следующий раз. Вы слушали еврейскую программу «Лариеха». С вами были Михаил и Дмитрий. Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, пишите их нам по адресу Трансмировое радио, абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. Или на электронную почту rmtwr.by@gmail.com. Ищите наши беседы на сайте twr.fm. Шалом. Лаитраот. До новых и волнующих встреч. הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה. קומה
הושיעני אלוהי, לאדוני הישועה, על עמך Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра беларускую Прагу. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Чаму гэты горад мае вялікае значэнне для гісторыі і культуры Беларусі? Таму што з Прагай звязаны цэлы пласт нашай гісторыі і культуры. Пачынаючы з 15 стагоддзя, нават, можа быць, з канца 14 стагоддзя, у Празе пачалі вучыцца беларускія студэнты, і фактычна да сучаснасці у Празе ёсць вялікая беларуская дыяспара. Ну і ў Празе была надрукавана першая беларуская кніга «Біблія Францыска Скарыны». Мы не можам проста так прайсці міма гэтага гораду, не заўважыўшы там выразны беларускі след. Вядомыя беларусы ў Празе. Трэба сказаць, што яшчэ ў 1397 годзе каралём Чэхіі Карлам IV была заснавана такая калегія для беларускіх студэнтаў у Пражскім універсітэце. І выхадцы з Вялікага княства Літоўскага яны маглі навучацца і карысталіся тымі прывілеямі, як карысталіся і чэшскія студэнты. У 15 стагоддзі, ўжо ў наступным стагоддзі, было вельмі важнай падзеяй, што адзін з кіраўнікоў Пражскага універсітэту Геранім Пражскі, ён прыязджаў сюды ў Беларусь, прапаведаваў, і з'явіліся евангельскія хрысціяне ў Беларусі. Гэта 1413 год. І пасля гэтага чэхі яны прапанавалі карону Чэхіі вялікаму князю літоўскаму Вітаўту. Вітаўт гэта прыняў і паслаў войска Жыгемонта Карыбутавіча на абарону чэшскай рэфармацыі супраць крыжовых паходаў. І так з'явілася вялікая беларуская дыяспара ў Празе, якая фактычна існавала на працягу многіх стагоддзяў. Трэба сказаць, што гэта ў многім тлумачыць, чаму Францыск Скарына менавіта ў Прагу паехаў друкаваць свой пераклад Бібліі. І Чэхія, і Польшча, і Венгрыя, і Вялікае княства Літоўскае, яны знаходзіліся пад уладай прадстаўнікоў адной дынастыі. Гэта дынастыя Егайлавічаў. Гэта была вось адзіная, як мы кажам, мытная прастора. Па-другое, чэхі, яны найбольш блізкі славянскі народ, які ўжо ў той час меў свой уласны пераклад друкам. І Скарына карыстаўся чэшскай Бібліяй, якая была надрукавана ў Венецыі. І надрукаваў беларускую Біблію ў Празе, там, дзе быў ужо вялікі цяг, вось вялікая традыцыя чэшскіх перакладаў. Дык чым так прываблівала Прага нашых суайчыннікаў? Прага, яна прываблівала падобнасцю лёсаў чэхаў і беларусаў. Пытанне мовы і пытанне веры было вельмі актуальна. Нацыянальны герой Чэхіі гэта Ян Гус. Ян Гус, ён першы перакладчык Бібліі на чэшскую мову, які аддаў сваё жыццё за тое, каб чэхі маглі жыць паводле Евангелія, паводле евангельскіх прынцыпаў. У Беларусі вось гэта пытанне мовы і пытанне выдання і распаўсюджання евангельскіх кнігаў і не толькі біблійных кнігаў на беларускай мове, гэта было пытаннем прынцыповым. Пазней пытанне анямечвання. Чэхія былі фактычна ўсе анямечаны. І было вельмі мала чэшскіх школаў і гэтак далей. І тое самае было ў Беларусі, калі паланізацыя, пасля русіфікацыі знішчылі вось гэта беларускае школьніцтва. Гэта было вельмі прывабна і сугучна. А з іншага боку, чэхі мелі універсітэт, мелі навучальныя ўстановы, мелі інстытуцыі, і было што пераняць. Таму славянскія народы падабенства лёсаў і евангельская спадчына. Рухаемся далей. Прага і нацыянальнае адраджэнне 20 стагоддзя. 20 стагоддзя яно было адметнае як для Чэхіі, так і для Беларусі. У Чэхіі была адроджана Чэхаславацкая рэспубліка ў 1918 годзе. У Беларусі была Беларуская народная рэспубліка, і на пэўны час урад Беларускай народнай рэспублікі ён пераехаў у Прагу, ў Чэхію, таму што кіраўнік Чэшскай рэспублікі Томаш Масарык, ён дазволіў існаваць там беларускаму прадстаўніцтву.
насельніцтву. У Празе ўтварылася аб'яднанне беларускіх студэнтаў, таму што Карлаў універсітэт зноў жа, як і ў 14 стагоддзі, даў стыпендыі для студэнтаў беларусаў. Такія вучыліся знакамітыя дзеячы, як, напрыклад, Ігнат Дварчанін, як Тамаш Грыб, Мікола Вяршынін і гэтак далей, Ларыса Геніюш, Янка Геніюш. Ну, Ларыса Геніюш там не навучалася, але Янка Геніюш вучыўся у Пражскім універсітэце яму ж. Таму, канешне, важнае было такое асяроддзе беларускае ў 20 стагоддзі. У 20 стагоддзі жыло вельмі шмат беларусаў у сталіцы Чэхіі. Ну, напрыклад, можам узяць такога, як Міхась Забейда-Суміцкі, знакаміты спявак на ўвесь свет. Ён жыў менавіта ў Празе, памёр у Празе. Старшыня рады БНР Пётр Крычэўскі. Ну і іншыя знакамітыя дзеячы, якія Прагу полюбілі і пра яе напісалі шмат. Ну, вось, напрыклад, ёсць вершы Владзіміра Жылы, якому вельмі падабалася Прага, які, любіў яе, ён пісаў амаль як Вільню. Ці засталіся ў Празе беларускія мясціны? Безумоўна, шэраг беларускіх мясцінаў ён ёсць. Напрыклад, ёсць помнік Францыску Скарыну у Празе, можна наведаць яго. Ёсць альшэўскія могілкі у Празе, дзе пахаваны вось знакамітыя беларусы, вось той жа Пётр Крычэўскі, пра якога я казаў, і Міхась Забейда-Суміцкі. Трэба сказаць, што сярод чэхаў былі вельмі добрыя сябры Беларусі. Напрыклад, прафесар Вацлаў Жыдліцкі, які перакладаў шэраг беларускіх пісьменнікаў на чэшскую мову. Там ён перакладаў і Васіля Быкова, Алеся Адамовіча, Ніла Гілевіча, Владзіміра Караткевіча. Ён пераклаў «Христос прыземліўся ў гародні», пераклаў «Дзікае паляванне караля Стаха». Ён асабіста вельмі любіў, калі прыязджаюць беларусы. Ён стварыў цэлы такі беларускі асяродак. Да гэтага часу вось беларусістыку вывучаюць. Таму факультэт вось беларусістыкі Пражскага універсітэту ён заснаваў. Прагу вельмі любіў наведаць Владзімір Караткевіч. Ён проста туды вось прыязджаў і хадзіў па гэтых вуліцах. Таксама у Празе ёсць батанічны сад, дзе працаваў Францыск Скарына, і там мяркуецца, што дзесьці вось ён там пахаваны. Пасля працаваў ягоны сын Сымон Скарына вось у гэтых мясцінах. Таму ёсць і з 16 стагоддзя, і з 20 стагоддзя памяткі пра беларушчыну, і мы можам сказаць, што Прага у нейкім сэнсе і беларускі горад. Напэўна, у кожнага з нас ёсць куточкі, куды хочацца вяртацца. Не абавязкова штосьці культурна-гістарычнае ці архітэктурна-прыгожае. Гэта можа быць бераг ракі ці нейкае асаблівае месца. Там, дзе думкі ў вырай ляцяць, лёгка марыць, прыемна быць, плённа працаваць. Для нашых герояў такім асяродкам стала Прага. Беларуская Прага нагадвае пра саюз паміж прыгожым горадам і беларусамі. У Празе ёсць больш за 20 гістарычных мясцін, звязаных з падзеямі, якія аб'ядналі нашых землякоў і чэхаў яшчэ з часоў Вялікага княства Літоўскага. Што гэта значыць для нас? Па-першае, такія прыклады трэба вывучаць і імі ганарыцца. Па-другое, разумець, што не месца упрыгожвае чалавека, а чалавек – месца. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!
Трансмировое радио. Программа «Навигатор». Ваш путеводитель по Библии. Библия – это целый мир, в котором сложно разобраться в одиночку. Необходим опытный проводник. Пастор Александр Капустин более 30 лет изучает Священное Писание и преподает его в церквах и учебных заведениях. Отправимся вместе с ним навстречу новым открытиям, важным истинам, полезным урокам. Библия – удивительная книга. Чем дольше я ее изучаю, тем больше восхищаюсь. И чем глубже в нее погружаюсь, тем интереснее она становится. Навигатор поможет проложить лучший маршрут. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем говорить о духовном рождении или рождении свыше. Физическое рождение – это увлекательный процесс. Сначала из одной клетки формируются системы, органы и ткани, а потом наступает день, и малыш выходит из материнской утробы в огромный, неведомый мир. А что значит родиться свыше? Такой вопрос задал Иисусу учитель Израиля Никодим однажды далекой ночью. Какая сила может перевернуть все внутри человека, поменять его взгляды, убеждения, принципы, образ жизни, фактически сделать новым творением? Приветствую, друзья! Сегодня перед нами одно из самых известных событий в жизни Христа – его ночная беседа с фарисеем Никодимом. Об этом рассказывает Иоанн в 3 главе с 1 стиха и дальше. Мы прочитаем сегодня с 1 по 8. Между фарисеями был некто по имени Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа». 2 глава завершилась на том, что когда Иисус был в Иерусалиме на празднике Пасхи, многие люди, видя чудеса, которые Он творил, уверовали в Него. Однако Иисус не особо радовался. Вера у них была, но это была не та вера, которая требовалась Ему. В сегодняшнем тексте мы как раз видим одного из таких уверовавших – фарисея, члена высшего суда Синедриона по имени Никодим. Иоанн даже перебрасывает мостик между 2 и 3 главами. 1 стих в оригинале начинается словами: «И вот между фарисеями был некто именем Никодим». То есть он показывает, что Никодим как раз был одним из тех уверовавших. «Рави, — сказал Никодим, — мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Подобно многим другим, он видел чудеса Иисуса и не смог найти для них другого объяснения, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Однако обратите внимание, в какое время суток он пришел к Иисусу. Ночь. Почему? Потому что боялся своих друзей-фарисеев. И Никодим был такой не один.
В Евангелии от Иоанна это важная тема. Например, из 12 главы мы узнаем, что из начальников многие уверовали в Него, но из-за фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Когда Иисуса распяли, мы читаем, что Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха перед иудеями, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. Было много людей, которые верили во Христа, но открыто об этом не говорили. Что думает о них автор Евангелия, Иоанн? Он пишет, что эти люди возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. А что думал о таких людях Иисус? Об этом Он и сказал Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». В Евангелии от Иоанна Иисус говорит притчами, или точнее использует аллегории. Он говорит о каком-то земном явлении или понятии, но переносит его в духовную сферу. В прошлый раз мы видели первую такую аллегорию. Иисус назвал свое тело храмом и предсказал, что иудеи его разрушат, а Он его через 3 дня восстановит. А сегодня у нас вторая притча, вторая аллегория – рождение. Христос сказал, что мы должны родиться свыше. Здесь нашего особенного внимания требует слово «свыше». По-гречески «свыше» – «анатхен». У этого слова 2 значения. Оно означает «снова», то есть «заново», и «сверху». Поэтому в одних переводах вы увидите «снова», а в других «свыше». Например, в синодальном переводе, нам знакомом, «должно вам родиться свыше». Перевод Библейской лиги гласит «вы должны родиться снова». Перевод Кассиана «нужно, чтобы вы родились свыше». Перевод Слова жизни «вы должны быть заново рождены». Самый лучший, наверное, вариант представлен в еврейском Новом Завете. Там сказано так: «Не удивляйся тому, что я говорю тебе, ты должен родиться заново, свыше». Что же все-таки имел в виду Иисус, снова или сверху? Наверное, и то, и другое. Прежде всего, обращаясь к Богу, человек рождается заново или снова. Его жизнь начинается сначала. Помните, в других Евангелиях Христос говорит, что нам нужно обратиться и стать как дети. Никодим, хотя и понимал, что Иисус пришел от Бога, все еще оставался фарисеем. Начальником, для него это было важно. А нужно было начать все сначала, с чистого листа, снова стать ребенком, ничего не имеющим, ни за что, кроме родителей, не цепляющимся в этом мире. Кстати, в конце Евангелия от Иоанна мы, похоже, становимся свидетелями нового рождения Никодима. Когда Иисус умер, Никодим перестал скрываться. Иоанн сообщает, что вместе с Иосифом из Аримафеи пришел Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, принес состав из смирны и алоэ, литров около 100, для бальзамирования тела Господа. Ему стало все равно, что про него подумают, скажут бывшие друзья-фарисеи. Он начал с нуля, он родился заново. В индуистской религии есть вера в реинкарнацию, то есть перевоплощение. Согласно этому верованию, после смерти человек перерождается, то есть снова приходит в мир в другом теле. Христиане в реинкарнацию не верят, но Библия говорит, что в жизни человека должно произойти событие, которое в чем-то похоже на перевоплощение, когда вся прежняя жизнь остается в прошлом, когда мы начинаем все сначала. Но, как мы помним, у слова «анатхен» есть 2 значения – «снова» и «сверху». Когда Господь сказал Никодиму о рождении свыше, тот понял это слово в первом значении – «родиться заново». «Как может человек родиться, будучи стар?» – недоуменно спросил он. И тогда Иисус раскрыл перед ним второе значение этого слова. Родиться нужно не только снова, но и сверху или свыше.
Об этом рождении мы уже читали в первых стихах Евангелия от Иоанна. Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. То есть речь идет о настоящей, реальной перемене в человеке, инициируемой сверху, от Бога. Христос говорит не просто о наших ощущениях, Он говорит о реальном преображении сердца человека, его души. Джордж Макдональд пишет об этом так. Когда человек получает спасение, в нем происходят коренные изменения. То зло, которое он любил прежде, теперь ему ненавистно. Все Божье, ранее презираемое им, теперь становится единственным, что он любит. Как происходит рождение свыше? По словам Христа, это рождение от воды и духа. Прежде всего, остановимся на выражении «от воды». Среди толкователей, увы, нет согласия по тому, что это значит. Есть три основных мнения. Первое мнение – вода – это Божье Слово, Священное Писание. Действительно, авторы Библии иногда сравнивают Божье Слово с водой. Например, в первом псалме, где иллюстрация о дереве у потоков вод. И, главное, Петр пишет в первом послании, что мы возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Так что первое мнение, что вода – это Божье Слово, и рождение должно быть от Писания и от Духа. Второе мнение – вода – это покаяние, символ которого крещение. В Евангелии от Иоанна в 1 главе мы видим Иоанна Крестителя, который призывает людей к покаянию и покаявшихся крестит в воде, в знак того, что их грехи очищены. В 3 главе мы видим, что крестит Иисус, или его ученики. Другими словами, когда Иисус говорит Никодиму, что он должен родиться от воды, возможно, он имеет в виду, что он должен покаяться и креститься в знак покаяния. И третье мнение, что вода – это Святой Дух. В греческом языке частица «и» может также означать «то есть». Если это так, то слова Христа прозвучали следующим образом. «Если кто не родится от воды, то есть Духа, тот не может войти в Царство Божье». Это подтверждается еще и тем, что дальше в словах Христа вода больше не упоминается, а говорится о рождении только от Духа. Рожденная от плоти есть плоть, рожденная от Духа есть Дух. Последнее мнение, кстати, разделяют некоторые авторитетные толкователи, в частности, Жан Кальвин и Джон МакАртур. Как бы то ни было, главное здесь не вода, а действительно Дух. Божий Дух приходит к человеку и производит в нем удивительное действие. И главная перемена состоит в том, что мы из сферы плоти перемещаемся в сферу Духа. Мы были плотскими, а становимся духовными. Рожденная от плоти есть плоть, рожденная от Духа есть Дух. Эти слова Христа, на мой взгляд, крайне важны. В них показано основополагающее различие между возрожденным и невозрожденным человеком. Невозрожденный – плотское существо, и потому он думает о плотском, о земном. То есть о пище, о питье, об одежде, жилье, удобствах, здоровье, семье, деньгах, положении и тому подобном. Даже когда речь заходит о смерти, плотской человек думает о материальном, где его похоронить, как обрядить, какой памятник поставить, кого позвать, а человеку, рожденному от Духа, это безразлично. Все материальные вопросы становятся для него бременем, которое мешает настоящей жизни. Его интересует другое. Он ищет Божьего Царства и Его правды. Он помышляет о горнем, а не о земном. Его жительство на небесах. Он человек не от мира сего. На днях я разговаривал с одним своим знакомым. Ему захотелось пообщаться, он позвал меня в кафе, и мы просидели там часа полтора.
Видимо, ему нужен был собеседник, он много говорил о том, что его волнует. И что же его волновало? Здоровье, он переболел серьезной болезнью, душевное равновесие, семейная жизнь, яркие ощущения, в общем, все то, что интересует современного человека. И всякий раз, когда я пытался перевести разговор на духовную тему, ответом было вежливое равнодушие. Он для приличия говорил несколько слов, а потом снова возвращался к тому, что для него было важнее. Ближе к концу разговора я спросил его: «Денис, как вы считаете, Бог существует?» Он ответил: «Да, существует, я верю, что есть высшая сила». И мне кажется, он действительно верит, что есть высшая сила. Но эта сила его не интересует. Вот проблема. Для него важнее, что он 2 года тому бросил курить. Или что он сегодня пробежал 4 километра на тренировке. Я слушал его и думал: типичный земной человек, который мыслит о земном. Рожденный ползать, летать не может. А тот, кто родился от Бога, перенимает Божий склад ума. Такого человека перестают интересовать вопросы земной жизни и начинают интересовать вопросы жизни небесной. Мы приобретаем ум Христов, начинаем смотреть на мир так, как смотрит Он, наш Господь, и думать так, как думает Он. И вот он вопрос всех вопросов. Как родиться свыше? Ответ – никак. Это делает Бог по своей воле. Господь говорит об этом в следующем стихе. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Здесь имеет место игра слов. Слово «пневма» в греческом языке означает и «дух», и «ветер». Авторы синодального перевода перевели все как «дух». Хотя вот именно в этом стихе Иисус вначале говорит про ветер. Правильно читать так: «Ветер дует, где хочет. Голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Вот так и происходит рождение от Духа. Позвольте спросить, кто из нас может управлять ветром? Нет, никто. Мы можем только за ним наблюдать. Мы слышим звук ветра, мы видим его действия. Порой они созидательные, ветер крутит крылья генераторов, мельниц, приносит дождевые облака, сушит белье. Порой его действия разрушительные. Сильный ветер вырывает из земли деревья, срывает крыши, топит корабли. Но главное, ветер свободен. Вероятно, вы знаете выражение «свободен, как ветер». Он не боится никого, кроме Бога одного. Он дует, где хочет, и мы никак не можем на это повлиять. Вот так, говорит Христос, происходит и рождение от Духа. Бог дает его, когда хочет, где хочет и кому хочет. Он может изменить сердце самого закоренелого атеиста по своей воле, по своему благоволению. Против его духа никто не устоит. Блестящий французский писатель Вольтер, прочитав Библию, пришел к заключению, что она недостойна внимания мыслящего человека. Он написал ряд трудов против нее и считал, что опроверг Священное Писание. Ну а если еще потребуются удары, их нанесет Лягарб, его молодой ученик. Во время французской революции, в дни террора, Лягарб был арестован и брошен в тюрьму, где каждый день ждал смерти. В эти мрачные дни ему в руки попала Библия, и он ее прочитал и обратился к Богу. Он вышел из тюрьмы и стал защитником христианской веры. Вольтер говорил, что через 100 лет после его смерти христианства больше не будет, но вместо этого спустя лишь 25 лет после его смерти было основано британское и иностранное библейское общество, которое находилось в его собственном доме. Там печатали Библию на тех самых печатных станках, на которых печатались книги Вольтера. Христос говорил в молитве: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли,
что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам, да, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Возможно, вы думаете, друзья, ну вот я хочу родиться свыше, и что, я ничего с этим не могу поделать? У меня для вас хорошая новость. То, что вы хотите родиться свыше, это, вероятно, и есть то самое веяние ветра, о котором говорил Христос. Не сопротивляйтесь ему, пусть он дует и в вашем сердце своим благословенным небесным дыханием. Джон Райл писал о рождении свыше. Эту коренную перемену мы не можем произвести в себе своими силами. Как ни один человек не может физически родить себя, так ни один человек не в силах сам оживить свою душу. Ожидать, что человек сам перейдет из своего естественного душевного состояния в духовное, все равно, что ожидать, что мертвый сам себя оживит. Необходимо воздействие высшей силы, такой, которая вначале сотворила Вселенную. Человек способен совершить многое, но он не способен дать духовную жизнь себе или другим. Даровать ее может только Бог. Что же делать, если вы не знаете, рождены вы свыше или нет? Думаю, правильнее всего будет пойти по стопам Никодима. Придите к Иисусу Христу. Ночью ли, днем ли, неважно. Задавайте Ему свои вопросы. Читайте Его слова в Новом Завете. И, может быть, ваши переживания – это и есть тот ветер, который впоследствии обретет полную силу в вашей жизни. Многие люди сегодня называют себя верующими, но у них вера Никодима. Иисус для них – учитель, пришедший от Бога. Они могут уважительно относиться к Богу, ко Христу, к Библии. Некоторые из них ходят в церковь, даже являются членами поместных общин. Но вера для них всего лишь часть жизни, такой полезный довесок. И это неплохие люди, как и Никодим был неплохим человеком. Но эта вера, вера Никодима, не имеет вечной ценности. Нужно, чтобы кто-то им сказал: «Должно вам родиться свыше. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». В заключение небольшая иллюстрация из мира насекомых. В жизни всех насекомых происходит превращение. Однако есть насекомые с неполным превращением и есть с полным. С неполным превращением это, например, кузнечики. Вылупившись из яиц, они уже похожи на кузнечиков, только маленькие, и лишь растут. Время от времени сбрасывают старую хитиновую оболочку и наращивают новую. А вот насекомые с полным превращением – это, например, бабочки. Первую часть своей жизни они проводят как гусеницы, довольно неприятные существа, которых большинство женщин вряд ли захотят взять в руки. Гусеницы похожи на червей, однако птицы их не клюют, потому что они ядовитые. Но затем, в какой-то момент их жизни, наступает превращение, метаморфоза. Гусеница образует вокруг себя кокон, и там внутри происходит чудо. Все его содержимое перемешивается буквально в кашу. И вот из этого вещества формируется нечто новое и прекрасное – бабочка. Бабочки очень красивы, питаются нектаром, порхают среди цветов, и любая женщина порадуется, когда бабочка сядет ей на голову или на руку. Уродливое становится прекрасным, отвратительное – привлекательным. В Северной Америке живет большая красивая бабочка-монарх. Размах ее крыльев достигает 10 сантиметров. Некоторые люди специально разводят растения, на которых живут гусеницы монархов, и потом в один прекрасный день из коконов выводятся сотни больших бабочек. Вы словно перемещаетесь в сказочную страну. Подобное превращение происходит с человеком, который родился свыше. До обращения ко Христу человек жил для себя, для своих сиюминутных удовольствий, греха и мира.
Но как гусеница превращается в бабочку, так Бог совершает в возрожденных христианах удивительный труд. Гусеница ничего не знает о радостях бабочки. Она не понимает, что значит летать. Ей не знаком вкус нектара. Так плотская природа человека не может приобщиться к Божьим благам, не родившись свыше. А кто во Христе, говорит Библия, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Как дышит всеми цветок, а дерево в зерне, так милостью своей высок Христос живет во мне. Я был без света в бездне зол и мертвым по вине, но в Слове Божьем свет нашел, Христос живет во мне. Да, Христос живет, да, Христос живет, то чудный Божий дар, Христос живет во мне. Как небо солнечным лучом играет в вышине, так блещет жизнь в Христе одном, Христос живет во мне. Да, Христос живет, да, Христос живет, то чудный Божий дар, Христос живет во мне. Да, Христос живет, да, Христос живет, то чудный Божий дар, Христос живет во мне. Пережили ли вы глубокую внутреннюю перемену, духовное перерождение? Может быть, страх перед людьми мешает вам на пути к Иисусу, как это было с Никодимом? Придите к Нему, пусть ночью, украдкой, но не переставайте стучать, и вам обязательно отворят. Гусеница станет бабочкой, существо земное превратится в существо небесное. Наша передача подошла к концу. С вами был Александр Капустин. Еженедельно программу «Навигатор» вы можете слушать на сайте www.twr.fm. Свои отзывы и пожелания, пожалуйста, направляйте по адресу Трансмировое радио, передача «Навигатор», абонентский ящик 45, индекс 22 40 20, город Брест, 20, Беларусь. Наш адрес электронной почты rmtwr.by@gmail.com. Звоните в будние дни с 10 часов до 18. Код страны 8 10 375. Код города 162. Телефон 32 10 68. До новых встреч!